Сейчас ты по статье пойдешь, понял, за неповиновение. Сотрудникам миграционного контроля на стройке 203-го микрорайона обрадовались далеко не все. Едва автобус заехал на территорию, некоторые рабочие попытались скрыться. Подобное поведение, уверяют оперативники, далеко не редкость. Чтобы спрятаться от проверок, многие ищут самые изощренные места. В маленьком таком общежитии, получается, под кроватью было 5 человек, за дверью спряталось 1 человек, и самое интересное, за прозрачным пакетом прятался тоже один иностранный гражданин. Чтобы оформить все необходимые бумаги, дается 90 дней. Только за первое полугодие мигрантами было совершено почти 3000 правонарушений. В административном порядке было выдворено около 250 человек. Большинство нелегальных мигрантов Якутии живут именно в таких условиях. Небольшой импровизированный вагончик поделен на 2 половины, в одной из которых сделана самодельная кровать, на которой спят 13-14 человек. В другой части вагончика находится самодельная кухня. Здесь мигранты готовят себе еду и хранят большую часть продуктов. Активные поиски нелегалов инспекторы ведут в период массового притока иностранцев с марта по октябрь. Наиболее часто с нарушениями попадаются граждане Киргизии, Таджикистана и Армении. Вместе с нелегалами инспекторы проверяют и так называемые резиновые квартиры. Есть лица, которые способствуют этому, организовывают им условия, чтобы они не выезжали, они законно работали, чтобы дешевая рабочая сила. По сравнению с прошлым годом число нарушений несколько снизилось, что говорит о повышении ответственности у иностранцев. Рамазан Рыжабаев приехал в Якутию из Киргизии и первым делом оформил патент на работу. Зимой мужчина отправится домой, где его ждет семья. Документы теперь у нас должен быть порядок, потом можно спокойно работать. Только за первый день рейдовых мероприятий было задержано более 20 человек. Всех их доставили в отдел, где после процедуры идентификации будет решаться вопрос о их дальнейшем пребывании в России. Анна Лебединская, Ларион Федоров, Вести, Якутск.